События последних недель показывают, что западная коалиция пытается усилить противостояние. Они не хотят понять, что уже запущен механизм демонтажа мирового устройства, где крушение однополярного мира неизбежно. Большинство людей в мире осознали пагубность идеи глобализации и однополярного мира, потому что эта идея ведет к обезличиванию личности, к потере этнической, религиозной и культурной идентичности с целью создания безвольного общества рабов. Все больше людей становятся сторонниками традиционных ценностей, исконно человеческих понятий добра и зла. В авангарде борьбы за традиционные устои, за сохранение исконно человеческих ценностей выступает Россия, являясь государством, объединяющим вокруг себя все здоровые силы в нашем мире. И место абхазского народа рядом с Россией. И это не просто союзничество или стратегическое партнерство. Это наш цивилизационный выбор. За последнее время осложнились отношения России и Азербайджана. Вместе с тем произошел острый внутриполитический кризис в Армении. Была встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николой Пашинян в Абу-Даби. Формально эта встреча посвящена обсуждению режима функционирования Зангезурского коридора. Уверен в том, что это реализация планов США взять под свой контроль не только Зангезурский коридор, это начало дестабилизации в Закавказье и продвижение своих планов в отношении Абхазии в том числе. В общем-то, ничего нового. Все те же болевые точки Кавказ и Украина по Бжезинскому. А то, что сегодня политическое руководство Грузии повернулось лицом к нашему стратегическому союзнику, еще больше должно настораживать, потому что Грузия так уже делала неоднократно. И мы знаем это хорошо по истории, о беспринципном, легко меняющемся убеждении и ориентации в грузинской политике. Грузия активно готовится к реваншу, но более грамотно и коварно. Вероятнее всего, западные игроки попытаются создать блок Азербайджан, Турция, Армения, Грузия с последующей эскалацией угрозы на границе Абхазии по реке Ингур. Наш главный противник, Грузия, изначально сделал свой выбор, став на сторону деструктивных сил в мире, все время пытаясь затащить в регион США и НАТО, демонстрируя приверженность к так называемым европейским ценностям. В Грузии все еще сильны настроения решить так называемый абхазский вопрос силовым путем. Считаю, что Грузия играет с Россией, держа в одной руке кинжал, в другой демонстрируя дружбу, ждет удобного момента для того, чтобы нанести удар в спину. Мы не должны забывать об этом. На территории Республики Абхазия размещена 7-я российская военная база. У нас есть соглашение между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной группировке войск Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации, которая стала логическим продолжением договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией 2008 года и договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве, которые ранее закрепляли формирование общего пространства обороны и безопасности наших государств. Это важный фактор безопасности нашего государства. Давно настал момент, когда мы должны с осознанием всей серьезности ситуации в мире и Закавказье приступить к реализации данного соглашения в абсолютном порядке. Хотел бы высказать свое предложение, которое необходимо в кратчайшие сроки разработать и реализовать для укрепления системы общего пространства обороны и безопасности. Это глубокая и системная реформа вооруженных сил Республики Абхазия, переформатирование всей системы обороны и безопасности с учетом опыта современного ведения боевых действий. 2/3 личного состава нашей армии должны быть контрактниками. В задачу данной категории должна входить постоянная боевая боеготовность и в случае агрессии задерживать противника на время мобилизации и разворачиваем силы резерва. Необходимо создать постоянно действующие штабы резервных бригад, укомплектованные кадровыми офицерами, находящиеся на действительной военной службе. Офицеры штаба резервной бригады должны заниматься уточнением списков, формирования подразделений, проводить сборы и учения, регулярно обновлять и следить за техническим состоянием вооружения и снаряжения по системе
японских сил самообороны «Скелет», который в случае угрозы оперативно наращивает мускулы. Резерв должен состоять из двух категорий. Первая категория от 20 до 45 лет, разворачиваемость бригады до 3 суток. Вторая категория с 45 до 60 лет. Эта категория комплектовать резервные полки, обеспечение охраны и боевого применения в прифронтовой зоне. Сборы и учения проводить с учетом начисления компенсационных выплат за отсутствие на рабочем месте. Штабы резервных бригад ежеквартально проводят отчетные совещания на уровне Совета Безопасности Республики Абхазия, где предоставляют информацию о проведенных учениях и сборах, предоставляют материальные отчеты о находящихся в их распоряжении технике, боеприпасов и снаряжения, вырабатывают совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Республики Абхазия единую стратегию ведения боевых действий, в том числе с учетом физико-географических условий и военного потенциала Грузии. В Республике Абхазия давно назрел вопрос о создании войск противовоздушной обороны. Современная война подтверждает и показывает, кто господствует в воздухе, тот диктует тактику ведения боя на земле. Также необходимо учитывать, что на вооружении армии Грузии стоят комплексы производства западных стран, членов НАТО. В систему противовоздушной обороны должно входить средства обнаружения РЛС, средства ближнего действия, мобильные огневые группы ПЗРК, средства малой дальности, ТОР, Панцир, средства средней дальности, БУК. Система должна базироваться на общем принципе взаимодействия всех единиц с Центром контроля воздушного пространства и принятия решений в кризисных ситуациях. Центр ПВО Республики Абхазия. Данный центр структурно может входить в состав аппарата Совета Безопасности Республики Абхазия. Центр будет ответственным в том числе за организацию управления воздушного движения Республики Абхазия, что позволит ему производить финансирование затрат на свое содержание за счет сборов. Также Центр будет ответственен за создание основных запасных и ложных огневых позиций зенитных ракетных комплексов и средств огневого поражения. Возможно включение в состав ПВО средств радиоэлектронной борьбы. Необходимо создать отдельный род войск БПЛА. Также необходимо создать производственные мощности по сборке беспилотных летательных аппаратов. Это должно быть не на кустарном уровне, а на государственном. Должны быть созданы малые цеха, рассредоточены по всей территории республики, где в случае необходимости, помимо постоянного персонала, будут привлекаться добровольцы, которые будут участвовать в сборке комплектующих БПЛА. В современных условиях для развертывания войск остро становится вопрос об организации системы оповещения. Для этого необходимо на уровне аппарата Совета Безопасности создание координационного штаба с целью своевременного оперативного оповещения всего населения Абхазии. Необходимо выработать план, который будет регулировать процесс перехода с мирного на военное время. Республика Абхазия должна иметь не только оборонительные силы, но и силы сдерживания противника. Такими силами должны стать ракетные системы тактического уровня с радиусом действия до 500 километров и дальние ударные беспилотные системы. Размещение данных систем должно быть строго засекречено в условиях физико-географических условий местности. Опыт современной войны показал, что некоторые системы вполне возможно разработать и производить в условиях первичного производства в мастерских. Считаю, что в случае вторжения грузинской армии на территорию суверенной Абхазии основой стратегии ведения войны должен стать план по переносу военных действий на территорию Грузии. Для этого необходимо усилить работу по сбору информации о Грузии, создав единый центр сбора, анализа и планирования, выявлять важные стратегические объекты инфраструктуры, по которым будут нанесены удары в первые минуты агрессии. Также необходимо создать условия для наших диверсионных специальных подразделений для наземных операций на вражеской территории. В общем, создавать зоны сплошного поражения, не позволяющие врагу сосредоточиться на полномасштабной агрессии против Абхазии. Необходимы поправки в закон о срочной службе. Это прежде всего введение понятия об альтернативной службе и ужесточение мер гражданам, уклоняющихся от прохождения обязательной срочной службы. Срок прохождения срочной службы необходимо пересмотреть. Это связано с необходимостью прохождения обучения срочникам
подготовки по военно-учетной специальности. Военное оборудование и снаряжение стало более наукоемким, в связи с чем требуется больше времени для его изучения и освоения. Альтернативная служба будет предусматривать прохождение службы в гражданских организациях, которые остро испытывают дефицит кадров, например, коммунальное хозяйство, больницы и другие социальные направления. Нам необходимо изучить и внедрить опыт Швейцарии в использовании горных туннелей для создания бомбоубежищ, складов, боеприпасов, хранилищ топлива и взрывоопасных элементов. Данные туннели в мирное время должны быть закреплены за полками резерва, которые будут осуществлять охрану и поддерживать техническое состояние данных объектов. Важным элементом в укреплении системы обороны Республики Абхазия считаю воссоздание военно-морских сил. Имея выход к морю и 200-километровую береговую линию, у нас отсутствует флот. Хотя в тяжелые годы войны и непростые послевоенные годы мы имели собственные военно-морские силы. Наш флот должен обладать необходимым количеством единиц современных быстроходных кораблей с определенным местом постоянной дислокации. Также надо обратить особое внимание на создание и развитие морских безэкипажных средств. Мы должны с учетом современных условий все это восстановить и усовершенствовать, задействовав наш научно-технический потенциал. Напомню, что пункт материально-технического обеспечения флота и наличие данного пункта в порту Очимчира существенно усиливает оборону в восточной части нашего государства, так как инфраструктура пункта подразумевает развертывание наземных сил и средств обороны и охраны данного объекта. Это и система противовоздушной обороны, система противокорабельной обороны и минимум батальон морской пехоты для охраны объекта. Также присутствие кораблей российского флота в данной локации остудит реваншистские намерения Грузии. И в завершение. Обеспечение безопасности Республики Абхазия – это прежде всего дело народа и руководства Абхазии. Россия нам помогает и готова далее помогать, но и мы должны помогать сами себе. У нас для этого есть высокий потенциал. Требуется постоянная, системная и кропотливая работа. Наша нормативно-правовая база позволяет нам создать и укреплять реальное единое оборонное пространство, столь необходимое нам для сохранения нашего государства и обеспечения мира. Это важная и первоочередная задача на текущий момент.